Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Толькі 20 хвілінаў таму скончылася праграма «Стартапніца», якую таксама правёў я. І вось ужо новая трансляцыя, і гэтая трансляцыя будзе прысвечаная краўдфандынгу. Вось такое пытанне ўсхвалявала асабіста мяне. Даволі шмат гадоў ужо і ў Беларусі, і ў Расіі з'явіліся краўдфандынгавыя платформы, даволі шмат гадоў таму. Я думаю, што людзі прызвычаіліся да таго, што яны ёсць, што можна там ахвяраваць грошы на тыя ці іншыя праекты, і ці не замінае гэта цяпер краўдфандынгу, што будзе далей, таму што наступная стадыя пасля вось гэтага прывыкання, гэта, на маю думку, стадыя, калі краўдфандынг ужо не чапляе. Наш сённяшні госць Егор Ельчын. Прывітанне, Егор. Прывітанне. Егор узначальвае школу краўдфандынга на расійскім сайце Planeta.ru. Гэта першая вялікая расійская краўдфандынгавая платформа такого вось поўнага цыкла. Таму мы будзем у Егора пытацца наконт расійскага досведа краўдфандераў, і я перайду на рускую мову, каб паміж намі не было никакого непоразумения. Еще раз добрый день, добрый Егор. День. Вот как вы считаете, люди привыкают к краудфандингу, это мешает или наоборот это помогает? Или на какой-то стадии эта привычка это хорошо, а потом плохо? Мне кажется, что плохо. Интересно, почему? Потому что они уже начинают относиться к краудфандингу как к чему-то абсолютно такому ординарному, проходному, да, вот поначалу они, вау, можно свои 5 рублей вложить, да, в какую-то крутую социальную инициативу там, или в крутой проект, еще и получить что-то, а теперь же, опять эти краудфандеры там чего-то хотят. Ну, тут тонкая грань. Естественно, это не может быть только хорошо или только плохо. Естественно, в каждом случае это может оказаться и положительным форматом, и отрицательным. Но, допустим, то, что мы видим на Западе, к чему рынок краудфандинга и рынок потребления краудфандинговых проектов пришел, да, могут возникать проблемы. Уже огромное количество историй того, как какой-то там новый холодильник, к примеру, переносной на пикники, который тут же и заряжает телефон и играет музыку и все на свете делает, оказывается сверхуспешным проектом, привлекает там миллионы спонсорской поддержки в рамках краудфандинга, тут же на волне такого взлета заключает контракт с Амазоном и через полгода оказывается в бизнес-вакууме, потому что он должен по контракту работать с Амазоном, а денег на отгрузку вознаграждений спонсорам у них не остается. Это, конечно же, плохо, когда... это такие проблемы белых людей. Уже абсолютно. Таких даже, которые белее, чем мы, наверное. Ну вот нам до таких проблем, конечно же, еще расти и расти. То есть это, с одной стороны, хорошо, потому что у нас еще многое впереди. Нам еще через многие этапы предстоит пройти, потому что, да, на данный момент мы видим, что рынок краудфандинга продолжает расти. Это очень хорошо. Пока продолжает расти. Понятное дело, что в один момент наверняка наступит стагнация для того, чтобы какой-то новый этап, новый период развития индустрии пошел, но пока рост. И рост происходит именно в общественном сознании. Я говорю сейчас в первую очередь, естественно, о российском рынке краудфандинга. Все больше людей понимают, что таким образом можно влиять на те инициативы, которые им нужны. То есть получается, что, наверное, только таким образом во многом можно влиять на то, что происходит вокруг тебя. Когда, например, в Беларуси человек не особо-то может повлиять на что-то через там парламент, через Конституционный суд, через петиции, да, на которые государственные органы отвечают, наверное, на 1 через 5, да, то вот краудфандинг, он становится таким способом влияния людей на то, что происходит вокруг них. Да, потому что, естественно, не каждый из нас готов непосредственно приступить к каким-то изменениям вокруг себя. И не обязательно изменениям, либо к созиданию чего-либо, да. И понятное дело, что таких активистов небольшая доля от всего процента населения, и не каждый готов самостоятельно такие вопросы решать. Но у каждого теперь из нас есть возможность
включиться в этот процесс, пусть финансово, пусть небольшой суммы или большой, кто как хочет и может, но так или иначе это способ вот воздействия и ускорения процесса. Как вы считаете, вот краудфандинговые платформы, они играют какую-то ключевую роль? Да? Потому что ведь есть абсолютно разные способы. Вот через Facebook недавно собирали у нас организаторы праздника 101-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. Есть сайт «Имена», который сам сделал у себя... Который сейчас, по-моему, у них открыта краудфандинговая кампания по выпуску книги, если я не путаю ничего. Я могу... На Улье, по-моему, открыта такая Может быть, у них есть какая-то приватная, но все равно на свои проекты они собирают через свой сайт. Да? Мне кажется, это есть такие дела в России, которые тоже так делают. Да? Ну, никто не мешает им открывать компании на краудфандинговых платформах параллельно. Да? Вот. И ну, вот, именно большие платформы, такие как «Планета», такие как у нас «Толока» и «Улей», да, они тут заводилы или все-таки они должны как-то со временем разогнать эту тему, да, и уйти в пользу таких частных инициатив? Нам на самом деле очень приятно видеть, когда автор успешного проекта на Планета.ру в дальнейшем берет вот этот опыт и трансформирует у себя на территории, там, не знаю, социальных сетей, на своем официальном ресурсе. Это отлично. Значит, тот механизм, который мы адаптировали и представили для российского и СНГ рынка, значит, он действительно работает. И если у человека есть понимание и возможность сделать это у себя, то есть сделать это еще ближе к себе, и если такой формат взаимодействия с аудиторией ему удобней, без проблем. Потому что мы все прекрасно понимаем, что для кого-то как раз-таки краудфандинговая площадка является авторитетным местом в интернет-пространстве, где он спокойно, так скажем, поддерживает финансово тот или иной проект. Он не переживает, что случится с его деньгами дальше. То есть то, что проект собирает деньги на какой-то большой, всем известном площадке, да, всем известном месте, является гарантией того, что это не мошенники, что этот проект прошел какую-то проверку, экспертизу, менторскую помощь. Это да, это гарантия. Гарантия того, что как минимум проект находится не только под моим личным, как спонсора, присмотром, но и под присмотром площадки. И если вдруг что-то пойдет не так, если проект не соберет эти деньги, то они вернутся мне в том же самом объеме без каких-либо проблем. Для кого-то это является ключевым моментом. Для кого-то все-таки спокойнее напрямую лично перевести автору средства, вне проекта, даже краудфандингового. Такие вещи тоже встречаются. Кому-то комфортнее, когда вот он зашел на официальный сайт человека, который реализует этот проект, и тоже напрямую с ним повзаимодействовал без посредников. То есть хороши абсолютно все. Абсолютно все варианты. Которые... Да. Тут плюс как раз именно в разнообразии, что каждый может выбрать для себя вполне конкретный, удобный вариант взаимодействия с аудиторией. Люди разные, подходы тоже, соответственно, должны быть различные. В школе краудфандинга на Планете чему вы учите людей? Что им нужно? Да. Вообще краудфандинг — это инструмент. Так или иначе, это инструмент и привлечения финансов, и продвижения проекта, потому что, я думаю, что не нужно объяснять, что сам краудфандинг денег никогда вам не заработает. К сожалению, это абсолютно классическая история, что надо все делать самому. Опять же, это всего лишь еще один удобный инструмент для финансирования и продвижения проектов. И, естественно, любым инструментом куда проще и эффективней пользоваться, когда к нему есть инструкция по применению. Вот этим, собственно, мы в школе и занимаемся. Мы даем развернутую инструкцию о том, что такое краудфандинг, по каким правилам и законам он работает, как выглядит краудфандинговый проект, из чего он состоит. То есть мы вплоть до винтиков разбираем весь краудпроект и понимаем, как правильно его собирать, на что нужно поставить акценты в создании, в позиционировании, в продвижении проекта. То есть в школе на уроках труда учат со станком работать и с Рубанком, а вы учите работать с интернет-станком, да. С интернет-станком краудфандинговой компании. Да, у нас есть офлайновые мероприятия, это лекции различные, мастер-классы. У нас есть большая такая программа
первая всероссийская школа краудфандинга, в рамках которой мы с 3-дневным большим интенсивом посещаем ряд городов, уже около 16 мы посетили крупнейших городов России. У нас есть несколько онлайн-форматов, у нас есть в бесплатном доступном скачивании наше практическое пособие, это наша книга, у нас есть онлайн-курс интерактивный, в принципе, за 60 минут вы можете попробовать создать свой первый черновик проекта. Этот курс тоже бесплатный. И есть сейчас у нас платный, уже 3-й продукт онлайновый. Это именно курс по крауд-продюсированию, по тому, как заниматься продвижением проекта. Как вы считаете, вот по вашему опыту, есть люди вообще не способные на краудфандинг? Вот какие-то люди приходят к вам в школу, говорят: научите меня, пожалуйста, хочу собрать денег на свой проект. Вы смотрите на них и говорите: извини. Ну, научить можно абсолютно любого человека практически чему угодно. Самый главный момент, чтобы у него было желание обучаться чему-то новому, принимать знания и брать их на вооружение. Но что в обязательном порядке должно быть у человека, который хочет научиться краудфандингу? Во-первых, это идея проекта и понимание, как его сделать, в принципе. Это первое. Второе, нужно понимать, кому вообще эта идея, кроме этого человека, еще важна, нужна и почему. Вот уже исходя из этого, можно начинать формировать идею будущего краудфандингового проекта. Чем еще должен обладать человек? Ну, естественно, так или иначе, харизмой, пониманием детальным того, как и что он делает. Желательно команда, конечно же, потому что в одиночку краудфандинг делать очень тяжело. Большой спектр задач ложится на плечи, как минимум еще пара человек в команде нужна. Ну и свободное время и желание заниматься именно продвижением проекта. И я всегда говорю о том, что без любви краудфандинг не работает. Нужна обязательно любовь к своему проекту в первую очередь и желание этой любовью поделиться с теми людьми, от которых планируется финансовая поддержка. Как я понимаю, краудфандеры — это люди, которые где-то работают, кроме того, что вот они собирают деньги на какой-то свой сайт, тогда получается проект, да, у них есть основной способ получения, которому они посвящают большую часть своего времени. Не всегда. Порой это прямая деятельность человека. Просто зачастую так бывает, что в головах у творческих, активных людей, когда я говорю творческие, это не значит, что только музыканты и режиссеры. Общественные, социальные проекты — это тоже то еще творчество, на самом деле, которое не менее важно, чем выпуск нового альбома или фильма. Более сложно, наверное. Да. Механика другая. Безусловно. И, естественно, так часто получается, что в голове и на бумаге, и в перспективах присутствует не один проект. Да? То есть всегда есть идеи, которые развиваются параллельно, которые тоже бы хотелось решать. Либо получается так, что это прямая деятельность автора проекта, но если он будет это делать самостоятельно, то реализует он этот проект в лучшем случае через 2 года. Здесь краудфандинг становится инструментом просто ускорения процесса. Либо это какой-то стартап, да, когда бизнес только начинается, когда есть идея запустить, не знаю, ту же кофейню, пекарню, магазин или что-то еще. Вот опять же, для выхода, для старта нужны дополнительные средства просто для ускорения процесса и привлечения внимания аудитории. Сябры, час нам перарвацца на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў. Ягор Ельчын, кіраўнік школы краудфандинга на расійскім сайце Planeta.ru, зараз у нашай студыі. Мы з ім абмяркоўваем досвід расійскіх краудфандераў і тое, чаму ён можа навучыць іх беларускіх калег. 4 хвіліны, пасля мы вернемся ў студыю Еўрарадыё, не пераключайцеся. Знайшла я жовтий кришталь.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. При микрофоне Роман Устинов. Коротко про основные подеи. Россия заборонила импорт белорусской яловичины. Як информуе пресс-служба Россельгаснагляду, с 4 красавіка часова абмежаваныя пастаўкі яловичины на костцы и живой буйной рогатой жывёлы, якія не маюць афіцыйнага статусу міжнароднага эпизоотычнага бюро по губкападобнай энцефалопатыі. Наша краіна страціць ад такога рашэння Москвы сотні мільёнаў долараў. Вядома, што летась у России было поставлено каля 150 тысяч тонн яловичины на 518 мільёнаў долараў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі нашай краіны спадзяюцца на аднаўленне паставак. Беларусь збіраецца павысіць тарыфы на транзіт нафты на 23%. У лісце, які атрымала кампанія «Транснафта», беларускі бок спасылаецца на экалагічную сітуацыю ў нашай краіне, інфармуе РБК. У «Транснафце» гэтыя планы лічаць даволі спрэчнымі. Сітуацыю абмяркуюць на перамовах прадстаўнікоў урадаў. Прэзідэнт кампаніі Мікалай Токараў кажа, што прапановы аб павелічэнні тарыфаў – звычайная працэдура. Калі расійскі бок не пагодзіцца, беларусы звернуцца ў антыманапольнае ведомства і будуць праведзеныя перамовы. Беларусь хоча павысіць тарыфы з 1 траўня. Папярэдні раз яны павышаліся ў пачатку 2017 года. 14 красавіка ля муру Крэйскага замка стартуе ультратрэйл і веламарафон «Вітаўт». Спартыўныя спаборніцтвы былі пад пагрозай адмены. Тыдзень таму міліцыя выставіла арганізатарам суму ў 5,5 тысяч рублёў за ахову масавага мерапрыемства. Такая сума стала для арганізатараў непад'ёмнай. 2 месяцы арганізатары дамагаліся правесці спартовы забег сумесна з мясцовымі ўладамі, каб не трэба было аплачваць ахову мерапрыемства. І толькі пасля асвятлення сітуацыі ў СМІ патэнцыйныя ўдзельнікі мерапрыемства атрымалі згоду. Роман Устинов, служба информации. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць краўдфандынгавыя платформы і ўвогуле краўдфандынг у Беларусі і ў Расіі. Наш сённяшні госць, кіраўнік школы краўдфандынга на расійскім сайце Планета.ру Ягор Ельчин. Яшчэ раз прывітанне, Ягор. Перехожу на русский язык, как, в принципе, мы и договорились. И вот тот момент, который я упустил в самом начале. Расскажите, пожалуйста, что привело вас в Минск в этот раз? Не знаю, правда, первый раз в Минске? Нет, не первый, далеко не первый раз. На самом деле очень люблю приезжать в Минск, мне очень нравится этот город, здесь у меня достаточное количество друзей, так что приезжаю я не только работать, но и встречаться с знакомыми людьми, чему безумно рад. Но сейчас это работа? Да, сейчас это работа, и сегодня стартует двухдневная программа школы городских пионеров. Это европейская программа, посвященная обучению и развитию городских активистов в вопросах как раз-таки волонтерских программ, общественных инициатив, организаций, посвященных именно положительным изменениям в городской и общественной среде. Ну и, разумеется, краудфандинг здесь обязательно должен быть упомянут как инструмент не только финансирования тех или иных инициатив, но и формирования внутреннего сообщества внутри города, внутри или вокруг определенной идеи и так далее. То есть он, безусловно, в этом плане очень полезен. И как раз для участников этой программы сегодня и завтра в том числе мы как раз-таки будем обсуждать тему краудфандинга. Я буду делиться теми наработками, что есть у нас, конечно, в первую очередь на примере нашей платформы, но, опять же, как показывает практика, плюс-минус везде на территории всего земного шара краудфандинг работает по одним и тем же правилам и законам. Просто поделюсь в первую очередь теми наработками, которые у нас помогли проектам успешно собрать средства. На планете городской активизм часто ищет средства для... Общественные и социальные проекты занимают на данный момент лидирующую позицию по количеству именно запускаемых и финансируемых проектов. Один из таких самых ярких кейсов, которые я всегда показываю и рассказываю, это установка светофора в одном из российских городов. То есть жители города запустили краудфандинговую кампанию для того, чтобы поставить светофор на определенном пешеходном переходе.
отчасти спорный, конечно, проект, потому что, ну, это вотчина все-таки администрации города. Ну, вообще-то да, как Да. государство должно само разбираться Ну, со светофорами. к И, в общем-то, сожалению, деньги у него должны на это тоже быть. да, Должны. Должны. Но как это... Не срослось, да? Как это периодически случается, к сожалению, в бюджете города не всегда на все проблемы, на решение всех проблем есть деньги. Но тут нужно, конечно же, сказать о том, что жители города могли поступить совсем по-другому. Они могли просто выйти на улицы, выразить свое недовольство касательно этого. Могли просто собрать, не знаю, деньги в конверт, принести его в администрацию и установить этот светофор. Но об этом, естественно, никто бы никогда не узнал. Тут они запускают краудфандинговый проект, который не несет никакой негативной оценки там, деятельности администрации города, просто озвучивается проблема. Вот нам нужен светофор. Чем скорее, тем лучше, потому что ходить по этому переходу будет не только администрация города, но и наши дети в том числе. И делают из этого вот такую серьезную пиар-историю, которая, ну, просто показывает, что жители города делают его лучше сами. Мне кажется, что это могло бы перерасти в общероссийскую какую-то пиар-историю даже. В том числе. Подхватило очень много, естественно, СМИ, потому что, ну, информационный повод достаточно громкий. Да, он где-то, возможно, чрезмерно радикален, и можно начинать заниматься спекуляцией этого вопроса в различных формах. Но сама по себе идея, сам по себе кейс, конечно, такой, на который можно равняться в решении других вопросов. Опять же, сразу же я подумал про то, что я знаю в Минске один перекресток, где случались ДТП с пешеходами, да, там на краю города, там аквапарк недалеко, и все говорили очень долго, что там нужен светофор, да, но светофора там почему-то до сих пор нет, и вот может быть, сейчас закину эфир в чатик урбанистов. А еще я вспомнил, что у нас на Планета.ру был проект из Могилевской области, который собирал средства на установку арт-скамеек в деревне Могилевской области. Какой точно я сейчас не помню, но вот такой проект тоже был. То есть белорусы могут, в принципе, на Планете.ру начинать кампании свои? Да. Это не запрещено? Нет, не запрещено. Оцениваете их перспективы? Все-таки, наверное, краудфандинг, особенно такой краудфандинг социальный, он крутится вокруг какой-то местности или вокруг человека, и поэтому искать в России деньги, например, на что-то могилевское или что-то минское, ну, не знаю, довольно сомнительный план. Ну, несколько сложнее, конечно же, чем работать, да, непосредственно у себя на белорусских краудфандинговых площадках. Это как минимум логичнее и проще, когда да, это какая-то нишевая инициатива. Но если номинально на все смотреть, то никаких проблем вообще нет. То есть как я, человек там, с российской банковской картой, могу поддержать белорусский проект на УЛИ, так и любой человек может поддержать российский проект, на Планета.ру. Да, абсолютно так. Единственная проблема, конечно же, заключается в том, что если автор на Планета.ру является гражданином республики, то средства, которые ему будут переводиться в рублях, они будут изрядно уменьшены налогом на, собственно, входящие средства из России. Там порядка, по-моему, 30% Ничего себе. Отойдет, да. Так себе все-таки ситуация, не знаю, я бы... Ну, хотя, с другой стороны, лучше что-то уменьшенное на 30%, чем вообще чем ничего. 0, да. Правильно? Да. Ну и, опять же, есть альтернативы в виде белорусских краудфандинговых площадок. Вот сказали, что компания, размещенная на краудфандинговой площадке, она может восприниматься более доверительно в силу того, что кто-то ее уже занимался, какие-то люди рассматривали, да, и все-таки ее допустили туда. Случаются ли все-таки какие-то случаи мошенничества с стороны тех, кто начинает вот такие социальные проекты или просто проекты какие-то другие? Как можно распознать такого мошенника, да, и чем, не знаю, заканчиваются такие вещи? На самом деле краудфандинг — это не самый легкий путь для мошеннических историй. Да. Слишком много нужно сделать для того, чтобы получить энную сумму средств. Ну вот на Планета.ру в среднем проект собирает где-то там 200-500 тысяч рублей. Ну, в зависимости от качества проделанной работы, российских рублей. Это не те деньги, на которые можно куда-то далеко и надолго уехать
пропасть так, чтобы тебя потом не нашли. То ли дело 200-500 тысяч белорусских. Вот, да. Это было бы неплохо. Что-то уже, но и то все равно, мне кажется, получится найти. Мы же подписываем документы, это как минимум. Соответственно, по набору этих документов можно человека объявить в розыск. Да. Но, честно могу сказать, у нас не было ни одного такого случая по ряду причин. Во-первых, действительно, краудфандинг — это не так уж и просто. Во-вторых, у нас пока позволяет возможность проводить человеческую модерацию проектов. То есть у нас сидят живые модераторы, которые каждую входящую заявку принимают и обрабатывают. Причем не просто там в машинном режиме этих запускаем, этих нет. Мы же как площадка заинтересованы в том, чтобы у нас каждый проект был успешным. Сейчас каждый третий, а вообще хотим, чтобы каждый был. И, соответственно, мы выдаем ряд рекомендаций по тому, что с проектом сделать лучше. И в процессе вот этого человеческого общения так или иначе становится понятным уровень адекватности человека, действительно ли он знает, что он хочет сделать, действительно ли это вообще существует где-то и так далее. В общем, все быстренько всплывает на поверхность, и даже на этапе модерации, и уже если становится понятным, что там никаким настоящим проектом не пахнет, мы можем это все дело отклонить без особых проблем. К какой работе человек должен быть готов, начиная, инициируя краудфандинговую кампанию? Много ли времени? Да, очень. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на самом деле придется посвятить своему краудфандинговому проекту, если до старта вы им вообще не занимались. Я имею в виду продвижение. Количество часов сократится при хорошей подготовке до старта к тому, что и как делать. Но количество дней точно нет, потому что это работа с живыми людьми, причем как в онлайне, так и в офлайне. То есть объявляется кампания на 2 месяца, это значит, что 2 месяца ты должен быть готов пахать, да, запрячься. И... Абсолютно точно. И это уже поэтому становится понятно, что это не самый простой инструмент. Нужно людям показать и доказать то, что этот проект действительно заслуживает их внимания по той или иной причине. Соответственно, эти причины нужно до старта проекта определить, почему людям этот проект может быть интересен. Далее это все необходимо упаковывать в информационные поводы, в события, в новости, в интервью, причем не только внутри своих там социальных сетей, но и понимать, кто еще из партнеров, друзей, знакомых, коллег по роду деятельности может это все информационно поддержать. На самом деле, как мне кажется, даже если у вас есть деньги для того, чтобы сделать тот или иной проект, вам так или иначе вот эту всю историю по продвижению придется проходить, потому что деньги — это не тот момент, который решает абсолютно все задачи. То есть, в принципе, можно краудфандинговую кампанию запустить для как пиар-инструмент. Идей. Да, многие так и делают. Потому что собственно, деньги лишними не бывают. Там, абсолютно точно. И деньги здесь как раз-таки становятся вот таким индикатором того, а насколько работает моя пиар-компания. Насколько и какое количество людей действительно так прониклись этой идеей, что прямо сейчас готовы ее финансово поддержать. А также насколько люди считают важным то дело, которое вы затеваете. Да. И это так можно легко разочароваться, мне кажется. Так очень легко можно как раз-таки понять, что не так со своим проектом, что нужно в нем видоизменить для того, чтобы эту ситуацию исправить. А можно и вдохновиться, если вдруг деньги польются рекой. Да. И положительные отзывы. Как вы сопровождаете проекты на Планета.ру? Я знаю, что и на наших краудфандинговых платформах проект не бросают просто так, там помогают, подсказывают что-то, где-то больше, где-то меньше. Вот где-то прям людей подпихивают немножечко в спину, почему ты ничего не делаешь, а ну-ка позвони туда, а ну-ка позвони сюда. А когда ты в последний раз расшаривал про свой проект в Фейсбуке, а кому из известных ты людей позвонил, чтобы, значит, они каким-то образом приняли участие? Вот вы проявляете такую настойчивость в отношении своих клиентов? Да, у нас, естественно, есть минимальный набор наших услуг, который абсолютно бесплатный. Да, это входящее модерирование и дальнейшее сопровождение. Но сопровождение здесь больше заключается именно в ответе на вопросы автора проекта. То есть у нас одновременно
в среднем находится около от 500 до 600 проектов в активной стадии. Соответственно, со всеми проектами в плотном режиме, да, в менторском, мы работать не в состоянии, но отвечать на все необходимые вопросы, отправлять сопровождающие документы, которые могут помочь, да, в работе над продвижением проекта, мы все это делаем. Если автор задает вопрос, мы обязательно на него отвечаем. Есть у нас небольшое количество так называемых крауд-продюсеров, их сейчас около 4 человек, которые берут наиболее перспективные проекты на вот такое менторское сопровождение. Естественно, абсолютно всем мы такую возможность предоставить не можем, но и такой вариант работы в том числе есть. Крауд-продюсер неплохо звучит. Крауд-продюсер, да, еще одно слово, современная профессия. Выросло, да. Кто бы думал, что 10 лет назад, да? Никто не подозревал вообще. И даже 7 лет назад, когда мы начинали, не было мысли о том, что вот уже в университетах начнут задумываться о том, что надо как-то эту историю развивать, интегрировать там, в менеджерские вакансии, специальности и так далее. А если человек приходит к вам и задает такой вопрос, скажем, в лоб, вот почему я не могу, почему деньги не собираются? Вы ему отвечаете что-то или говорите ему, потому что вот такой вот ты нерадивый. Тут на самом деле мы зачастую задаем ряд вопросов. То есть вы приходите к нему и спрашиваете, почему у тебя деньги не собираются на проект? Да. То есть, когда автор спрашивает, почему мы не собрали? Давайте смотреть. Сколько у вас было публикаций в течение всего вашего крауд-проекта? Какое у них было содержание? Сколько вы отправили личных сообщений? К каким СМИ вы обратились? И, в общем, отвечая на эти все вопросы, автор, в принципе, и понимает, почему не получилось. Потому что была проделана либо недостаточная работа, либо работа не в том направлении. Пришел вопрос от слушателей. Это вопрос абсолютно предсказуемый, надо сказать. Какой процент берет Планета.ру? Да? Все краудфандинговые платформы берут какой-то процент. Да. И какой он у вас? У нас два варианта развития событий. Так. Мы в свое время поняли, что классическая схема краудфандинга «все или ничего», она порой жестковата для молодого рынка краудфандинга. Поэтому мы подошли чуть лояльнее к этой истории. Итого, если у нас проект собирает от 100% и выше, то общая комиссия Планеты и платежных агрегаторов, системы, которая обеспечивает перевод платежей, это 10%. Так же, собственно, как и у ульев, насколько мне известно. У меня там, я что-то про 12% помню, но неважно. Плюс-минус. В общем, у нас 10, да, у нас 10. Это при 100% и выше. Но у нас проект может быть успешным, если он собирает от 50% до 99,9%. Потому что мы своими глазами убедились в следующем, что, оказывается, вот русский народ в состоянии где-то еще ужаться, где-то еще поднапрячься и сделать, все-таки реализовать проект на 80% от собранной суммы. Либо, опять же, добавить свои, но сделать. Или, как тоже часто происходит, авторы проектов вне краудфандинга, но благодаря ему находят ресурсную поддержку. То есть находят людей, которые им готовы предоставить какой-то, ресурс, инструмент, людей, машины, стройматериалы. За которые не понадобится платить потом. И эта часть как раз-таки те недостающие 20-30% от заявленной суммы. И в этом случае мы готовы считать проект успешным и переводить ему средства. Но в этом случае общая комиссия увеличивается до 15%. Но тут автор решает самостоятельно, считать этот проект успешным или нет. Это может отказаться, и тогда дарители получат все свои взносы назад. Да, а если проект не собирает половины, то есть не доходит до 50%, то и в этом случае тоже проект неуспешный, и все деньги возвращаются тем, кто этот проект поддерживал. Что ж, сябры, на крыхусумным пытанні, фінансовым, на крыхусумной ноте мы заканчиваем наш эфир. Все ж таки, давайте будем сподеваться, что больше будет паспяховых проектов, чем один з трох, да? І, натуральна, імкнуцца трэба да таго, каб кожны краудфандинговый проект быў паспяховым. Нашым сённяшнім госцем быў кіраўнік школы краудфандинга на расійскім сайце Планета.ру Ягор Ельчын. Дзякуй вам, Ягор, што знайшлі час. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.